Ахматов и главная героиня. Хотела сказать Малика. Тахмина Рахмонова. Добрый вечер еще раз. Я сейчас говорю не своими словами, я просто читал отзывы. Самый сложный вот этот участок, период времени, это была работа над сценарием. Сколько, 5, может быть, было вариантов сюжетов. Единственное, наверное, это мое образование психолога. Было очень тяжело поначалу, но в какой-то момент она просто само переключалась уже. Покажите нам вот это. Почему мы начали снимать этот сериал, что тема медиаграмотности, каких-то фейков, и вот я думаю, что он очень своевременно. Да, что самое сложное играть — это немые сцены, то есть показывать действия, да. То есть если есть сцена и там есть диалог, ее намного легче играть, потому что ты голосом сопровождаешь то, что происходит. Ну, да, а вот это все то, что немое, нужно показать вдвойне сильнее своим телом, своей эмоцией, выразить ее, чтобы зритель сопереживал, сочувствовал. Кстати, медиаграмотность, вот для меня это вот до сих пор тоже остается такой некой загадкой. Буквально вчера я пришла к этому, что действительно, оказывается, эта тема далеко не из таких, скажем так, неважных, которые не стоит затрагивать. Понимаете, когда в лоб, если вот говорить про медиаграмотность, никто и смотреть не будет, мы же должны как бы, это же должно под текстом идти. Ненавязчиво мы вот как бы тему медиаграмотности, весь сериал мы ее пропускали. Ну, на самом деле вот этот новый принцип вот, образования, обучая, развлекаем, да? Главной героине развивать свое, в том числе, критическое мышление, да, как бы он поступил на ее месте, что бы он сделал на ее месте. То есть повысить медиаграмотность общества, в особенности молодежи. То есть донести до них вот в такой в игровой форме очень важные вещи, чтобы не попадались на уловки мошенников.